Приходом весны многие люди испытывают неожиданный спад энергии. Это ощущение известно как весенняя усталость. Хотя это не медицинское состояние, весенняя усталость – это реальное явление, которое затрагивает большое количество людей во время сезонного перехода. И многие начинают без консультации специалистов принимать БАДы и витамины. БАДы – это вещества натурального происхождения, которые употребляются вместе с пищей с целью обогащения рациона и поддержания здоровья. Однако они не являются лекарственными средствами, следовательно, не могут проходить клинические испытания и не могут рекомендоваться врачами. В частности, специалисты установили, что прием пищевых добавок связан с 8-кратным увеличением случаев печеночной недостаточности. Сегодня мы поговорим о том, как бесконтрольный прием БАДов и злоупотребление лекарствами влияет на печень и к чему это может привести. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Пагубно сказывается на организм в целом, а в первую очередь на нашу печень. Витаминоз, который подразумевает в себя совокупность каких-то дефицитов. Гепатит С называют вообще ласковым убийцей, грубо говоря, потому что это гепатит, который протекает бессимптомно. Не принимать самостоятельно препараты какие-то или БАДы, как у нас любят, без контроля уровня тех самых витаминов. Если печень функционирует хорошо, ей извне какая-то помощь не нужна. С приходом весны мы ждем легкости, обновления и прилива энергии. Но вместо вдохновения и бодрости многие сталкиваются с противоположным – упадком сил, сонливостью, сниженной концентрацией и вялым настроением. Даже после полноценного сна можно проснуться с ощущением, будто вы совсем не отдыхали. Это не лень и не переутомление, скорее всего, это весенняя усталость, естественная реакция организма на смену времени года. На самом деле большинство людей с началом весны и даже осенью отмечают такие жалобы, как общая усталость, недосып. На самом деле все это идет с иммунной системы. Как я всегда говорю, что это совокупность нескольких факторов. То есть это может быть элементарный фактор, то есть недостаточное количество человек потребляет каких-то определенных продуктов питания, или это какие-то эндогенные факторы, ферментативная недостаточность. Образ жизни тоже очень часто влияет на общее состояние пациента. Это такое устарелое, понятие витаминоз, как раньше это говорили о витаминоз, который подразумевает в себя совокупность каких-то дефицитов алиментарных, эндогенных, ферментативных. То есть это все вместе, приводит как авитаминоз. В народе, такой термин существует. Весенняя усталость – это не заболевание, временное состояние, возникающее из-за сбоя в биоритмах организма в ответ на смену сезонов. По мере того, как повышается температура и увеличивается продолжительность светового дня, уровень физической активности тоже возрастает. В ответ на это тело выходит из режима энергосбережения, в котором находилось зимой. Во время этой перестройки происходит изменение в гормональном фоне, нарушается привычный режим сна, перестраивается кровообращение. И все это может вызвать временные симптомы вроде усталости, сонливости и нехватки мотивации. Внешне уже весна, но внутренние процессы все еще работают по зимнему ритму. Именно это расхождение и дает ощущение разбитости. А на самом деле вообще рекомендовано проходить какие-то чекапы, хотя бы раз в год, сдавать анализы, общий анализ, биохимический, смотреть показатели. Очень часто усталость, недосып идет от низкого гемоглобина, уровня железа, ферритина. То есть, восполняя эти дефициты, пациенты отмечают улучшение состояния. Также часто почти у большего количества населения низкие дефициты витамина D. То есть, восполняя все эти недостатки, мы можем прийти к хорошему результату. Следить за уровнем этих витаминов, то есть понимать, не принимать самостоятельно препараты какие-то или БАДы, как у нас любят, без контроля уровня тех самых витаминов, потому что, может быть, на самом деле проблема скрыта не тут. А если, конечно, мы наблюдаем очевидный дефицит тех самых витаминов, то их надо восполнять, но опять же, это не самостоятельно, а уже под контролем терапевта хотя бы, то есть чтобы это все контролировалось специалистом.
Ну и плюс, как бы продукты питания тоже правильный образ жизни, да. Ну, если мы даже элементарно говорим, да, там про недостаток железа, да, там уровень низкий гемоглобин, то есть восполнять продуктами, в которых содержится, да, то есть это может быть там гречка, да, это может быть гранат, да, свежевыжатый гранат, то есть в совокупности с препаратами они нам дадут хороший результат. Конечно, одними продуктами питания мы не восполним, да, никакой дефицит, но при помощи терапии, да. В последние годы прием биодобавок стал очень популярным. Многие, принимая БАД, надеются похудеть, стать энергичными, улучшить состояние волос и кожи, укрепить иммунитет, восполнить дефицит витаминов и так далее. Когда витамины принимаются в дозах, рекомендованных специалистами, это просто витамины. Когда их пьют в больших дозах, это оружие. Можно так навредить, что придется не один месяц лечиться от весьма серьезных заболеваний. Например, большие дозы витамина А, принимаемые в течение длительного времени, могут довести до рака легкого. От бесконтрольного приема витаминов и БАДов здоровее человек точно не станет. И, конечно же, в первую очередь страдает печень. Конечно, это пагубно сказывается на организм в целом, а в первую очередь на нашу печень, которая выполняет самую главную нашу функцию фильтрации всего, что попадает в наш организм. И, соответственно, мы очень часто встречаем лекарственно индуцированные поражения печени. В последние годы на протяжении около 3-4 лет активно рекламируют биологически активные добавки, фитопрепараты, которые токсически влияют на нашу печень, если бесконтрольно их принимать. Около, грубо говоря, 20% острых гепатитов из 100 у нас ассоциированы биологически активными добавками за счет бесконтрольного приема. В мире медицины существует множество узкоспециализированных направлений, и гепатология – одна из них. Гепатолог – это врач, который специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний печени, желчного пузыря и желчных путей. Мактина Тарба – врач-гастроэнтеролог, гепатолог. Окончила Ставропольский медицинский университет с отличием, и там же ординатуру на красный диплом. В студенчестве активно занималась научной деятельностью, написала более 16 научных статей, связанных с патологией печени, большинство из которых были опубликованы в Ваковском журнале. Мактина каждые полгода проходит курсы повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас она проходит курсы по освоению УЗИ-диагностики и вскоре получит диплом. Также параллельно работает над кандидатской. Доктор убеждена, все, что попадает в организм, должно быть обосновано. Я не то, что против этой биологически активной добавки, но есть свои нюансы. Это те добавки, которые не прошли рандомизированное исследование и не утвердили себя как препараты. Принимая их, мы должны быть готовы к тому, что содержание этих препаратов не равно инструкции, то есть состав не всегда тот, который мы принимаем, думая, что на упаковке написано там содержание того-то, столько-то, может быть совершенно наоборот. При том, что лекарственный препарат мы четко понимаем дозирование данного препарата и его состав. Ну, во-первых, хочется сказать, что любой препарат или любая биологически активная добавка, которая поступает в наш организм, она должна быть обоснована. То есть мы должны понимать, от чего мы принимаем данный препарат и для чего. То есть какие результаты мы хотим увидеть спустя приема определенного количества времени. То есть, соответственно, прежде чем принимать какие-то биологически активные добавки и лекарственные препараты, пациенты должны обратиться к специалисту, хотя бы к терапевту участковому по месту жительства и понимать, какие дефициты у них есть, чтобы восполнить за счет этого приема. Но у нас происходят совершенно другие, грубо говоря, вещи. Пациенты сами себе назначают. Это либо хорошая реклама,
на которую они ведутся, и в большинстве случаев они бесконтрольно принимают те же биологически активные добавки, витамины, нутритивная какая-то поддержка, различные микроэлементы, которые в принципе в организме у них в норме по анализам крови, они дополнительно еще, грубо говоря, сверх принимают это все, за счет чего и мы видим поломку печени, нарушение функции печени и поломку клеток печени, что приводит к острому гепатиту. Печень– один из важнейших внутренних органов, отвечающий за выполнение множества процессов, в том числе соблюдение энергетического баланса, выработку белков, плазмы крови и ее очищение от токсических компонентов. Нормальное функционирование печени, как и других внутренних органов, может нарушаться, о чем свидетельствует боль. Она является неспецифическим симптомом, может иметь разнообразный характер и разные причины развития. Боль в печени считается очень опасным и тревожным симптомом. При этом нужно учитывать, что непосредственно в самой железе нервные окончания и болевые рецепторы отсутствуют. Поэтому под болью пациенты подразумевают дискомфорт в области правого подреберья. Печень в большинстве случаев, грубо говоря, если мы возьмем, у нас есть внешние факторы, благодаря которым мы можем понять о том, что с печенью что-то не так, и внутренние факторы. То есть мы можем разделить лекарственно индуцированное поражение печени на два фактора: внешний и внутренний. Внешний – это у нас, соответственно, прием этих препаратов, БАДов, различного токсического воздействия. А внутренние – это большинство подвержены, например, женский пол, возраст старше 40 лет, пациенты с ожирением и пациенты, которые страдают сахарным диабетом. Они вот больше подвержены к развитию лекарственно-индуцированного поражения печени. Протекает совершенно по-разному у всех пациентов. Опять-таки зависит от того, насколько удар для печени был сильный, исходя из токсического воздействия данного препарата или БАДа. Если пациент длительное время принимал, но при этом не ощущал ничего, то есть это может быть абсолютно бессимптомное течение острого гепатита, которое никак абсолютно не проявляется. Может быть дискомфорт, например, в правом подреберье, о чем пациент может как-то и не подозревать. Вот поболело справа и прошло. Спустя какое-то время опять поболело и прошло. То есть активных таких жалоб пациенты не предъявляют. И начинают они предъявлять эти жалобы лишь тогда, когда печень уходит в умеренный токсический гепатит или выраженный. То есть это уже боли справа, иррадиирующие в поясничную область, пожелтение кожных покровов, зуд, иктеричный склер, легкое пожелтение склер, и, соответственно, пациенты уже обращаются за помощью к нам. На основании чего мы сдаем определенные анализы для подтверждения данного диагноза. Заболевания печени составляют обширную группу патологий, включающих различные структуры данного органа. К основным заболеваниям относятся гепатиты – вирусные, токсические, аутоиммунные, лучевые. Заболевания, вызванные помимо вирусов алкогольным, медикаментозным, токсичным воздействием, цирроз печени, жировая болезнь, желчекаменная болезнь и так далее. Одним из распространенных гепатитов у нас в Абхазии являются, по словам специалистов, это опасные вирусные инфекции Б и С. Они поражают печень и передаются через кровь, половым путем или от матери к плоду. Они часто протекают бессимптомно и переходят в хроническую форму, что ведет к циррозу или раку. Нестерилизованные достаточно хорошо инструменты. То есть здесь есть большой риск возникновения передачи вирусных гепатитов. Это татуажи, пирсинги, различные процедуры, где есть контакт с хорошо не стерилизованным инструментом и кровью зараженного человека вирусом гепатита Б и С. Гепатит С, он у нас излечим. То есть это вирусный гепатит, который мы можем полечить в течение 8-12 недель. Все зависит от результатов анализов. То есть он полностью излечим, и мы можем восстановить функциональную активность печени полностью.
если он не привел к циррозу печени. То есть если у нас уже имеется фиброз 4 степени и в диагнозе установлен цирроз, соответственно, мы вернуть, грубо говоря, печень в исходное ее хорошее состояние, функциональную активность мы не можем, но поддерживаем цирроз в той стадии, грубо говоря, при которой к нам обратился пациент, и не даем развитию более серьезных осложнений. По поводу гепатита Б здесь ситуация обстоит совершенно по-другому, то есть излечить полностью мы его не можем, но мы должны понимать, что вирусные гепатиты и Б и С рано или поздно, если мы их не лечим, они приводят к циррозу и раку печени. Соответственно, наша задача врачей при гепатите Б, так как он неизлечим, снизить вирусную нагрузку, которая находится у нас в крови. Соответственно, мы назначаем противовирусные препараты по определенным рекомендациям, то есть не всем пациентам при гепатите Б мы можем назначить противовирусную терапию. Есть определенный регламент назначения, благодаря которому мы исходим, грубо говоря, из исходных уровней содержания этого вируса и имеем право назначать противовирусную терапию данным пациентам для того, чтобы снизить эту вирусную нагрузку до нуля и чтобы она не приводила к цирротическим изменениям и, соответственно, к онкологии печени. То есть у нас гепатит Б, С, опять-таки о них говорим. Гепатит С называют вообще ласковым убийцей, грубо говоря, потому что это гепатит, который протекает бессимптомно. Почему мы рекомендуем всем пациентам и вообще всем сдавать, проходить медосмотры и сдавать на гепатиты в год раз? Потому что оба гепатита могут протекать абсолютно бессимптомно и сигнализировать о себе спустя, получается, очень длительное время и приведя уже к циррозу, то есть к осложнениям, которые уже неизлечимы. И поэтому в год раз мы просим всех граждан сдавать анализы ПЦР на гепатит Б и С для того, чтобы понимать или обнаружить эти вирусы на ранних стадиях и помочь человеку не уйти в осложнения, с которыми мы далее, грубо говоря, не можем бороться. То есть конец всегда один. Летальный исход. Общей статистики больных гепатитами Б и С у нас нет, она ведется только в государственных медицинских учреждениях. В частных статистические эталоны не ведутся. Но специалисты отмечают, что таких пациентов немало. В зоне риска находятся люди, принимающие наркотические вещества. Диагностика гепатитов включает комплексный подход. Лабораторный анализ крови, инструментальные методы и при необходимости сдают биопсию. Основная цель – выявление вируса, определение его типа, вирусной нагрузки и оценка повреждения печени. Первое, что мы делаем, это сдаем кровь. У вируса гепатита С есть два основных метода диагностики. Это определение антител к вирусу гепатита С, с чего и начинается диагностика вируса гепатита С. То есть мы определяем антитела, если они положительные, соответственно, мы просим пациента сдать еще другие анализы. Это методом ПЦР, качественный анализ, который нам подтверждает, если антитела обнаружены, то второй метод подтверждает наличие вируса в крови. И, соответственно, мы потом определяем генотип и количество вируса у данного пациента и начинаем терапию. Помимо этого, мы, конечно, делаем проводим УЗИ органов брюшной полости, сдаем биохимические анализы крови, которые подтверждают опять-таки наличие цитолиза, изменения, грубо говоря, поломки клеток печени. И собираем всю необходимую информацию. Проводим эластометрию печени, которая нам показана пациентам при жировой болезни печени, при любых гепатитах, для того, чтобы определить степень фиброза печени. О чем я говорила ранее, то есть если у нас фиброз 4, это уже говорит о том, что печень находится в цирротических изменениях. По поводу гепатита Б все то же самое, только там не сдаются антитела. Здесь уже методом ПЦР мы определяем наличие вируса в крови, и, соответственно, там есть еще много показателей, которые мы оцениваем. Качественный, количественный метод, а также УЗИ, если необходимо МРТ, КТ и эластометрию. То есть, в принципе, принцип определения один.
А дальше уже, конечно же, плюс в дополнение идет очень много исследований и лабораторных, и инструментальных, которые мы включаем уже в процессе обнаружения. Если мы еще видим какое-то образование, изменения, которые нас пугают и так далее. Но обычно лечится лекарственными препаратами, да? Да, Какие это способы лекарственные. лечения? Это препараты прямого противовирусного действия. То есть мы назначаем препараты противовирусные. В большинстве случаев это индийские препараты по гепатиту С. И вот, как я сказала, в течение 8-12 недель мы полностью излечиваем пациента вирус гепатита С, и он живет обычной стандартной для него жизнью. То есть мы восстанавливаем полностью функциональную активность печени, если он обратился к нам на ранних этапах. Профилактика заражения гепатитами заключается в вакцинации. Вакцину от вируса группы А проводят дважды с промежутком 6-12 месяцев, чтобы защитить человека от заражения на 20 лет. Такие же способы профилактики существуют и для вируса группы Б. Рекомендовано проводить вакцинацию людям, находящимся в группе высокого риска заражения. Профилактика вирусных гепатитов. А от гепатита С у нас нет никакой профилактики, то есть нет никакой вакцинации. Пока такого у нас нет. От гепатита Б у нас есть вакцинация. Нас вакцинируют еще в роддоме, то есть у нас вырабатываются антитела, которые нас защищают в течение жизни. Соответственно, чтобы понимать, когда ревакцинироваться, то есть еще раз повторить процедуру введения вакцины, нам нужно обязательно понимать титр антител, то есть давать анализы на титр антител вируса гепатита Б, и, соответственно, там уже решается вопрос о том, нужна человеку ревакцинация или нет. Многие популярные диеты и методики голодания, лечебной очистки, использования БАДов строятся на том, что печень нуждается в дополнительной помощи для удаления шлаков и токсинов. Первостепенной задачей среди множества функций печени является детоксикация. Она очищает кровь от вредных веществ, таких как лекарственные препараты, алкоголь, также продукты метаболизма, превращая их в менее вредные соединения, которые могут быть выведены из организма. Еще одна важнейшая функция печени – выработка желчи, которая имеет фундаментальное значение для процесса пищеварения. Также печень регулирует уровень сахара в крови, производит холестерин и хранит важные питательные вещества. Ситуация такая. Наша печень, она очень умный орган, как и весь наш организм. То есть сейчас очень модно различные детоксы, различными соками, различными препаратами, очищать шлаки, токсины из кишечника и печени. Я врач доказательной медицины. То есть для меня это не что иное, как, я бы сказала, чушь, но если можно так сказать, потому что если у нас показатели по печени, по крови у нас в пределах нормы, то есть печень функционирует хорошо, мы не видим никакую поломку ни токсическую, ни вирусную, смысл проводить ей какие-то очищающие на нее воздействия абсолютно нет. То есть печень, она сама это делает. Не нужно ей помогать извне очистить из себя что-то. Там нечего очищать, если на нее не оказывается нагрузка. Ни токсическая, ни вирусная, грубо говоря. То есть я против всего этого. Против всех этих детоксов и тому подобное, когда она у нас функционирует хорошо. А когда у нас не функционирует она хорошо, соответственно, мы выясняем причину этой поломки и воздействуем на эту причину, без всяких лишних воздействий и тому подобное. Если печень функционирует хорошо, ей извне какая-то помощь не нужна. Просто нужно соблюдать основные правила образа жизни. Это подвижность, правильное питание, исключение алкоголя, различных токсических веществ, которые могут на нее воздействовать. И, в принципе, все. Полный отказ от алкоголя и бесконтрольного приема непроверенных лекарственных препаратов, ежегодная сдача анализа крови и своевременное обращение к специалисту. Крайне важно помнить, что все болезни печени могут быть предупреждены правильным образом жизни, своевременным выявлением и эффективной терапией.
Печень – уникальный орган, значение которого трудно переоценить. Он постоянно защищает наш организм, выполняя более 500 жизненно необходимых функций. Но часто этот молчаливый герой сам требует особого внимания с нашей стороны. Поэтому не забывайте обследоваться у специалистов раз в год. Берегите свое здоровье сегодня. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!